языке вы говорите дома? Дома мы стараемся и осетинский в семье изучать, я сама русская, но дети мои стараются изучать культуру осетинского народа. То есть вы сами на осетинском не говорите, Так, правильно? шабаргай, что-то можем, что-то не можем, что-то учим, что-то спрашиваем. Дома на осетинском языке. На Дегорском. На русском. На остинском. На остинском языке. Ирунов. А на каком языке думаете? На Дегорском. В осетинском языке. На русском. На остинском. Тоже на остинском языке. Как оцениваете свой уровень владения осетинским языком от 1 до 10? 5. 7. 10. На двоечку. Честно, на двоечку. До 10, конечно. На 10, да? На 10, да. 8. Смотрите ли вы контент на осетинском языке? Всегда. Ну, если бы я понимала, у меня дети, они изучают осетинский, у них учебник осетинского языка, они читают. Смотрю. Книги, газеты читаете на осетинском? Читаю. Да, смотрю. Книги, газеты читаете? Нет. Конечно. Какие-нибудь видеоролики различные. Смотрю с большим удовольствием. Зардиоген такесен байдайн. А книги, газеты читаете? Газеты, честное слово, редко. Книги и стихотворения, особенно Косталя Ивановича Хитагурова, да, сборники, я много раз перечитываю, потому что это великий наш человек, великий осетин, и его произведения, они нас очень много мучат даже в наше время. Ваш любимый автор на родном языке? Ну, авторов много. Ну, есть Кукаев тоже тот раз. Засохов. Имя я Музафер. Костах это Баграев Созур. Малиев Георгий. Костах Хитагуров. А можете ли прочитать пару строк буквально из вашего любимого стихотворения на осетинском? Ой, Можно даже одну строчку. Додой факанат райгоран башта. Факанайма райгоран башта. Шканам на тырыша злай номы рукшма, она дживак сомут ангомы. Может ли человек, не знающий осетинского языка, считаться полноценным осетином? Да. Если он будет чтить культуру осетинского народа, то можно вполне себя считать частью осетинского народа. Ну, я считаю, что может, потому что это не совсем вина, например, подрастающего поколения, что они не знают осетинский язык. Все у нас идет от старших, и если не привили, то, конечно, может называться. Нет, наверное, нет. Я думаю, что нет. Да, каждый должен разговаривать на своем языке. Как вы думаете, что нужно изменить в образовании в Осетии, чтобы через 20 лет осетинский язык не исчез? Наверное, больше уделять внимание культуре, языку, естественно, также. Если народ будет чтить свой язык, уважать свои традиции, то и, соответственно, культура останется. Ну, осетинский язык бы вывела на другой уровень. Уроки осетинского языка у нас сейчас проходят не так, как должны. Я думаю, на это меньше внимания этому уделяют, чем другим предметам. Можно было, наверное, чуть-чуть более серьезно отнестись к этому предмету. Чаще проводить, можно какие-то внеплановые занятия добавить. Наверное, нужно больше часов в школах ввести осетинского языка. Ну, начать с этого нужно. Или какие-нибудь мероприятия, посвященные тоже своему родному языку. Чаще были уроки осетинского языка, чаще, действительно. Я в свое время был таким инициатором, чтобы даже дегорский диалект ввели в Южной Осетии. Но, к большому сожалению, мы учителей не нашли. Вот на эту мою инициативу. Мне сейчас приятно, что за последнее время молодежь стала больше интересоваться осетинским языком. А что, по-вашему, нужно делать, чтобы молодежь, да и вообще все больше говорили на осетинском сейчас? Надо, чтобы в доме родители разговаривали с ними по-осетински. Учили их на осетинском языке, на своем родном языке. В первую очередь нужно дома с ними разговаривать на осетинском. Все исходит из дома. Ну, вообще, я как человек, который не разговариваю дома на осетинском, и, в принципе, будет спорно слышать мои ответы по этому вопросу. Но я думаю, нужно разговаривать со своими детьми, чаще ездить в села, где этот язык на каждом шагу, и хочешь не хочешь, уже на слух это будет восприниматься и воспроизводиться потом. Наверное, больше со старшими общаться. Зависит от каждого из нас, а самое главное, чтобы в семье мы все говорили на своем родном языке. Больше разговаривать и общаться, наверное, на своем языке, чтобы этот язык остался. Давайте попробуем перевести на русский язык слово «фарм». Фарм, благополучие, изобилие. Фарн – это благо, счастье. Вот это все в одном слове. Благополучие, благосостояние. Счастье. На счастье. Будьте счастливы. Фарно Хазары. Счастье, благополучие. Счастье, благополучие.